В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Те, кто шел с нами плечом к плечу во время войны, должны быть рядом и в строительстве мирной жизни. Встреча президента с добровольцами из Северного Кавказа. Ждет ли нас повышение цены на хлеб? Актуальный репортаж программы. В целях охраны Госкомитет по экологии Абхазии вводит полный запрет на добычу рыбы в реках в нерестовый период. Те, кто шел с нами плечом к плечу во время войны, должны быть рядом и в строительстве мирной жизни. Об этом заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба сегодня на встрече с группой ветеранов-добровольцев из Карачаева-Черкесии и Адыгеи. На встрече был обсужден ряд актуальных вопросов. Репортаж Аседы Малия. Мы гордимся взаимоотношениями с добровольцами, которые в самое сложное для народа время оказали неоценимую поддержку. С этих слов президент начал встречу с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Всех волнует то, что происходит сегодня у нас в Абхазии, но это не говорит о том, что кто-то сможет изменить ситуацию и направить в другое русло нашей работы. Есть высказывания, которые не совсем выглядят так, как это подобает нам, тем, кто, во всяком случае, называет себя кавказцами, людьми воевавшими, людьми отстоявшими нашу страну. Президент Рауль Хаджимба особо подчеркнул, что в абхазском обществе с уважением относятся к добровольцам Северного Кавказа, а их поступок называют героическим. Глава государства отметил, наш народ и впредь сохранит эти теплые отношения к сыновьям братского Северного Кавказа, оказавшим неоценимую поддержку в борьбе за победу, и очернять их имена никто не вправе. Мы с вами многое сделали в период войны. Мы гордились этими отношениями и должны эту гордость передать, эту ситуацию наших отношений нашим будущим поколениям. Никто не вправе по-другому относиться к нашим братьям. Несколькими днями ранее из уст представителя одного из общественных организаций прозвучала критика в адрес добровольцев, что, несомненно, не могло не вызвать бурных дискуссий и возмущения не только в абхазском обществе. Негативная реакция последовала, конечно же, из Северного Кавказа. Мы прекрасно понимаем все, которые сюда приехали, что это высказывание одного человека неумное, не своевременное или необдуманное. Это не позиция народа Абхазии. Мы знаем совсем другой народ Абхазии. Вот. Я хочу, вот как только мы услышали про эту пресс-конференцию, прямо дословно все было переведено, все 42 минуты, особенно последние 3 минуты. Ребята все, которые вот приехали, это ночью, днем начали друг друга обзванивать с возмущением. Потом начали звонить с Кабардино-Балкарии. Потом позвонили с Адыгеи. Мы начали созваниваться. И что будем делать? И вот, обсудив каждый, сказали, не будем ничего нагнетать. Мы за всех. Одно слово «абхазец» для нас все или Абхазия. Мы просто выскажем совместное заявление, не так, как раньше, раздельно по республикам, общее видение данной ситуации. Для нас слово «доброволец» – это священно. Ваш глаз или ваш контроль мы всегда будем чувствовать, особенно те люди, которые, находясь здесь, являясь гражданами этой страны, как и вы, но непосредственно находясь в органах государственной власти, исполняя те или иные обязанности, я вас заверяю, что мы приложим сверх тех усилий, которые с нас требуются, но все равно мы выстроим по-любому. Было сложно на войне, я думаю, что строить мир не легче, я думаю, что не позволим, чтобы нас эта ситуация прогнула. Председатель Союза ветеранов Карачаева-Черкесии Абу Юсуф Банов отметил, что добровольцы Северного Кавказа поддерживают политический курс нынешнего правительства и намерены придерживаться этой позиции и впредь. Аседа Малия, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. Более подробно о встрече президента с добровольцами из Северного Кавказа смотрите в нашем эфире сегодня в рубрике «Амши Пшара Яцу». Министр внутренних дел Леонид Зябшева обратился к гражданам Абхазии с просьбой не нарушать действующее законодательство республики. Как отмечается в обращении, 23 октября руководитель политической партии АМ Цахара Алхас Квицыня в сопровождении группы своих сторонников в ночное время пытался посетить премьер-министра Артура Миквабия по месту его жительства. Данная попытка была пресечена выехавшей на место оперативной группой МВД и вызвала в обществе справедливое недовольство. Министр внутренних дел Леонид Зябшев
Дзябшба информирует граждан Абхазии, что у госслужащих всех рангов и республиканских ведомств установлено рабочее время и часы приема граждан как по служебным, так и по личным вопросам. Нарушение установленного порядка и действующего законодательства будет жестко пресекаться сотрудниками органов внутренних дел и наказываться в соответствии с законом, отмечается в обращении министра. Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии заявляет о своей поддержке курса, проводимого президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба. КС не приемлет огульные обвинения и оскорбления, ультиматумы и радикальные призывы. Это ведет к дестабилизации ситуации и расколу в обществе. Поэтому мы призываем лидеров блока оппозиционных сил прекратить нагнетание нестабильности в стране и вернуться в рамки цивилизованного политического процесса, отмечается в частности в заявлении Координационного совета политических партий и общественных организаций Абхазии. Абхазия намерена поставлять в Крым сыпучие строительные материалы. Об этом в интервью абхазскому телевидению рассказал министр экономики Адгур Ардзанба. По его словам, поставки инертных материалов, а это щебень, песок, гравий, буд, будут производиться морем. Министр добавил, что прогнозируемые объемы поставок исчисляются миллионами тонн. Предварительные переговоры были проведены в Москве в ходе встречи премьер-министра Абхазии Артура Миквабия и главы Крыма Сергея Аксенова. Подписание соглашения планируется в рамках Сочинского экономического форума, который начинает работу 13 ноября. Были достигнуты определенные договоренности. Сейчас идет этап проработки. Значит, общий объем, необходимый для того, чтобы, значит, удовлетворить тот спрос, который есть в Республике Крым, составляет порядка 20 миллионов кубических метров инертных материалов. И мы с ними сейчас находимся в режиме, значит, переговоров. Также мы встречались в рамках, во главе с премьер-министром нашим, на площадке Сочинского экономического форума с Аксеновым, говорили об этом. Значит, опять же, поставили определенные точки. В целом есть намерение, и соответствующая у нас инфраструктура есть, соответствующие запасы есть, качество есть, цена, которая предлагается нашими производителями. Мы предварительно уже это все как бы проговаривали с ними. Цена, которая была выставлена нашим коллегам из Республики Крым, она их устраивает. То есть вот на такой стадии находится. Пока конкретных договоров нет, но есть уже несколько поставок, несколько кораблей мы уже поставили, уже частные компании поставляют, но это как бы такие пробные шаги. Но вот такого комплексного, да, мы как раз хотим подойти, чтобы это было такое комплексное решение, в которое мы объединим не только там одного и двух производителей, всех наших производителей, потому что тот объем, который необходим для того, чтобы удовлетворить тот спрос, я думаю, что практически все наши предприниматели, которые в этом направлении работают, они будут задействованы. Руководители частных и государственных пекарен обратились в Министерство экономики с просьбой рассмотреть возможность повышения цены на хлеб. О перспективе вопроса репортаж наших корреспондентов. Известно, что необходимые ингредиенты для выпечки хлеба завозят в республику из России и Турции. Такие продукты, как мука, дрожжи, соль, масло, подорожали в разы. Председатель гильдии пекарей Абхазии Нуна Чантуря считает, что сегодня частные пекарни не будут работать себе в убыток. Для того, чтобы пекарни стали рентабельными, нужно повышать цену на хлеб. Мера эта, конечно, непопулярная, но вынужденная. Как отметила Нуна Чантуря, частные пекарни на грани закрытия. Цены на зерно растут в Российской Федерации, и основным поставщиком в Абхазию является Российская Федерация. Подорожало также дополнительное сырье, и поэтому мы обращаемся также к правительству. Неоднократно подавались заявления от имени гильдии и просим вас поднять цены на хлеб. Просьбу частных пекарей поддерживают и государственные производители. Как вам известно, добавились цены на бензин, на муку, на дрожжи. После производства и реализации хлеба прибыли практически не остается. Вот. У нас, если есть такая возможность, я не знаю, это будет решать, наверное, правительство, было бы хорошо, если бы стоимость хлеба увеличили бы на 2 или 3 рубля.
Рентабельность производства хлеба снизилась до критических значений из-за увеличения его себестоимости в связи с ростом цен, уверяют производители. Последний раз цена на хлеб поднималась 2 года назад на 2 рубля. Все цены поднялись, а хлеб у нас все же хлебоеды. Кто может большие семьи купить себе по завышенной цене хлеб? Просто нереально. У нас, понятно, мука дорогая, но люди просто не под силу им будет покупать хлеб. В Министерстве экономики сейчас занимаются изучением складывающейся ситуации в отрасли. В то же время в министерстве утверждают, что повышение цены на хлеб – мера неизбежная. Вопрос – насколько. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазская. В целях охраны нерестового стада рыб семейства лососевых в период нереста в реках нашей страны, а также недопущения браконьерства в части охраны рыбных ресурсов, Государственный комитет по экологии и охране природы Абхазии вводит полный запрет на добычу рыбы в нерестовый период в реках с 23 октября по 30 ноября. В нерестовый период запрещается также производить промысел рыб, в частности специализированный промысел рыбы семейства лососевых на всех крупных реках – Псол, Бзып, Мчешта, Хыпста, Аапста, Гумыста, Киласур, Мачара, Кадор, Алцга. К зиме, к началу нереста он поднимается к истокам наших рек, где происходит икрометание. Поэтому в связи с этим, дабы сохранить поголовье ценных видов рыб, мы вводим такой запрет. Что в этот период, как я уже сказал, они не производили никакой вид промысла рыбы. Там не имеет значения, вы добываете именно ценные виды породы, это лососевые, или на какие-то другие виды, там чернопуз, усач, разницы нет. В этот период полный запрет на промысел рыбы в наших реках. Но если там не перечислять все виды рек, которые подпадают под это, то вкратце могу сказать, что это Псол, это Кодор, Гумиста, Алцга, ну и пару рек, крупных рек, Чешта, Киласур, которые, на которых промысел полностью запрещен в этот период. В Сухуми завершился 8-й международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог АПСН-СЮ». В нем приняли участие 120 студентов из 12 вузов России и Абхазии. Сегодня с представителями оргкомитета конгресса встретился первый вице-премьер правительства Шамиль Адзанба. На встрече отмечалось, что мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Также отмечалось, что студенческий конгресс обязательно будет иметь продолжение как в Абхазии, так и за ее пределами. Прошел очень душевно и тепло, поэтому тут ни дождь, ни какие-то другие обстоятельства не могли испортить его. И уже мы обсуждали с ребятами итоги, некоторые подводили. Вот в плане структурном, организационном, я считаю, что, вообще, конечно, судить будут студенты больше всего, и те, кто видел снаружи это все, но мне кажется, что конгресс прошел на хорошем организационном уровне, поэтому мы благодарны ребятам с абхазской стороны, то, что получилось сделать одну команду цельную, которая отработала очень хорошо и слаженно. Продолжается розыск сотрудника телерадиопередающего центра «Тхорчал» Виталия Ивановича Стругая, 1972 года рождения, который с 16 октября перестал выходить на связь. 17 октября при смене дежурств прибывшие на объект сотрудники центра не обнаружили Стругая на месте. Поиски пропавшего не дали результатов. Обладающего информацией о местонахождении Виталия Стругая просим обратиться в правоохранительные органы. Абхазских спортсменов исключили из международного турнира по вольной борьбе, который проходил в Ереване. Турнир был посвящен памяти заслуженного тренера, героя Арцахской войны Вагана Затикяна. Представлять нашу страну на турнир поехали 5 сухумских спортсменов разных весовых категорий. Как рассказал Абснапресс главный тренер по вольной борьбе Игорь Бирая, о том, что наши борцы исключены из турнира, они узнали на сборах. Уже потом стало известно, что этому поспособствовала Грузия, которая даже не
не сообщив ничего хозяевам турнира, с помощью своего посольства в Армении сделала так, чтобы абхазских спортсменов исключили из турнира. Напомним, что это уже не первый случай, когда Грузия, используя свои дипломатические ресурсы, запрещает нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Вспомним последнее из них – давление на Венгрию, когда эта страна отказала в визе нашим футболистам, которые должны были принять участие в европейском первенстве КАНИФА. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 50 копеек, евро 69 рублей 1 копейка. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 17-19 градусов. Температура морской воды плюс 21 градус. По Сухому облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.